Сейчас все это очень напоминает Югославию, ну, очень напоминает, но без угроз разбомбить ядерный объект. Совсем ведь недавно вроде бы, ну во всяком случае в течение нашей жизни, да, мы видели это, были свидетелями, как бомбили Югославию для того, чтобы югославская армия, народная армия вышла из Косово. Бомбили мосты, электростанции, военные объекты и так далее. Но самое интересное, меньше всего пострадала армия, народная армия Югославии, самая меньшая. То есть были вроде бы уничтожены ПВО, но ПВО оказались целы. То же самое, скорее всего, происходит с Ираном. Иранская армия, она потеряла командный состав, но будучи достаточно серьезно сложившейся институцией, потеря командира не приводит к потере командования. То есть потеря управления войск, она не произошла, и мы это видим. Мы это видим хотя бы в тех же новостях. Нет, скажем, разгромленных армейских колонн, разгромленных, скажем, армейских частей и так далее. Ну, это очень похоже на, что вот мы сделаем ядерную, так сказать, программу вашу нулевую, да, обнулим ее, и все, у нас больше никаких претензий. Мы аятоллу вашего Рахбара убьем, и больше никаких претензий. На самом деле, ведь там очень серьезные противоречия между Ираном и Израилем. И эти противоречия с убийством начальства, так сказать, они не решаются. Без наземной операции нужно заставить иранский народ, так сказать, пойти на капитуляцию. А бомбежками это сделать очень трудно.